Вот, эта презентация на всякий случай будет оставлена и транслируется в группе ВКонтакте нашем, поэтому если кто-то что-то не понял, можно будет еще раз пересмотреть. Итак, мы с вами начнем. Так. Мы с вами знаем, что собственники могут управлять тремя способами: через управляющую компанию, через ТСЖ, либо непосредственно. На текущий момент непосредственной формы управления можно выбрать только в случае, если в доме меньше 30 квартир. То есть, если у вас меньше 30 квартир, пожалуйста, у вас 3 способа управления. Если 31, извините, только 2. Либо ТСЖ, либо управляющая компания. Итак, мы с вами... Так, что-то у нас зависло. А вот. Назад. Назад. Итак, что такое непосредственно способ управления? Это когда собственники самостоятельно, не собираясь ни в какое юридическое лицо, напрямую заключают все договоры. Либо, мало того, что заключают, так еще и платят напрямую во все ресурсоснабжающие организации, всем подрядчикам. Здесь два варианта. Либо собственники выбирают одного, кто от имени всех все это заключает, но платят все, да, по своим квитанциям. И либо каждый ходит и заключает все самостоятельно, от газа до отопления. У этой формы управления есть как плюсы свои, так и минусы. Давайте остановимся подробно на плюсах. Первое. Коммунальные ресурсы вы напрямую оплачиваете. Соответственно, уже вот особенно это для ТСЖ актуально, должники отвечают перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками самостоятельно. То есть должен, они сами разбираются, других жителей не трогают. Это вот помните, как в ТСЖ, у нас с вами есть должник, из-за этого мы не можем выполнить какие-то работы и так далее. Здесь такое не работает, здесь каждый напрямую отвечает, и с каждым напрямую разбирается, больше никого не трогает. Еще один плюс. Все полномочия по управлению домом остаются в руках каждого собственника. То есть уже не будет такого, что вот какой-нибудь председатель ТСЖ, да, власть единолично захватил и не дает вам ни отчетность, ни доступа к документам и так далее. Такого не будет. Ну как, тут можно сказать коммунизм. Да, то есть каждый будет отвечать каждый будет отвечать единолично, и у каждого будет вся информация. Следующее. Абсолютно нет расходов по управлению. Вот помните, у нас с вами была лекция, когда мы рассматривали, что такое смета, и там была строчка «Управление многоквартирным домом». То есть это выставление квитанций, да, это зарплата директору. Так вот, такой строчки у вас не будет. То есть никто вашим домом управлять не будет, просто вам будут выставлять счета за то, что отдельно вам прочистили трубу, кто-то прочистил. И вы самостоятельно, кстати, можете в каждую квартиру выбирать себе подрядчика, кто вам будет чистить трубу. Да, либо менять кран, либо менять стояк. Да, то есть вот этой строчки по управлению уже, да, или, например, зарплаты председателя уже не будет. И еще один такой хороший плюс: исполнитель коммунальной услуги будет поставщик ресурсов. То есть ПАО Т+ теперь будет полностью отвечать за качество за отопление в вашей квартире, а Энергосбыт за качество электроэнергии в вашей квартире. То есть это вот вроде бы с одной стороны плюсы. Но у этого есть способы управления и минусы. Но прежде всего я уже сказала, что, во-первых, дом должен быть маленький, квартир должно быть меньше 30. Второе, я считаю, это существенный минус. Здесь, как при коммунизме, никто ни за что не отвечает. То есть, если не найдется какой-то... Нет, на самом деле это так. Если не найдется какого-то сильного человека, хозяйственника, который примет решение, что он от имени всех будет бегать и заключать всевозможные договоры, то будут протечки в крыше, то будут течь в подвале бесконечно канализации, трубы, и никто не пошевелится вам их поменять, потому что здесь отношения следующие. Вот кому надо, пошел, заказал работы, оплатил. С такой ситуацией столкнулись жители Усть-Куломского района. Мы выезжали вот в прошлом году зимой, в ноябре, и как раз вот там такая уникальная ситуация.
все дома, ровно все дома на непосредственном управлении, кроме одного или двух. Потому что так позволено. Меньше 30 где-то и больше. Меньше 30, 30 и меньше. Вот. Вот, получается, что в тех домах, где нет крепкого хозяйственника, там и батареи холодные, и кровли текут, и все плохо. Там, где есть крепкий хозяйственник, там и капитальные ремонты проводятся, и все отлично у них происходит. То есть минус налицо. И в случае вот как раз-таки еще один минус такой большой, некому производить контроль за качеством услуг. То есть вот если вам, вот знаете, вот нам же, по сути, когда мы особенно работаем, у нас нет времени на то, чтобы есть крепкий контролировать. хозяйственник, сегодня батарея холодная, я на ремонты послезавтра это отложу. проводятся, и все так вот отлично проходит у них лето, происходит. То есть минус второй налицо. год, третий, проблема не И решается. в случае вот как То раз есть, таки некому плюсы, еще вот один с минус одной такой стороны есть большой, плюсы, эти же некому плюсы ровно производить таким же контроль за количеством качеством минусов услуг. перевешивается. То есть вот если вам, Единственный выход знаете, при вот нам непосредственном же, по сути, способе когда мы управления особенно должен быть, работаем, конечно, у нас крепкий нет совет времени на то, многоквартирным чтобы жилым есть домом, крепкий хозяйственник, и сегодня крепкая батарея ответственность холодная, за ремонты и проводятся, может быть и как все педагог, отлично так и проходит любой лето, то есть минус второй год, год, третий, человек, проблема не которого решается. И в эксперт, случае которого вот вы как раз можете таки нанять некому производить еще один минус такой большой, приходим к некому следующему. производить контроль за качеством. Способы управления. Так, что-то у меня тут не переходит. Все, перешло. Это товарищество собственников жилья. Об этом способе управления многие говорят, многие знают, и есть примеры эффективных способов управления ТСЖ, а есть неэффективные. Я уже не буду говорить о том, что это некоммерческая организация и что это юридическое лицо, об этом мы уже с вами неоднократно разговаривали, да, и говорили. Обращаю ваше внимание на то, что ТСЖ – это исполнитель коммунальных услуг. То есть ТСЖ – это когда все собственники собрались, создали юридическое лицо и приняли, что именно это юридическое лицо будет представителем, и это юридическое лицо возьмет на себя все расходы, всю тяжесть и бремя содержания нашего с вами дома. У этого стоит остановиться, что всегда есть два варианта в ТСЖ, да? Когда ТСЖ нанимает управляющую какую-то компанию, вот таким вот примером является ТСЖ, например, Клара, Цеткин 14, они наняли ООО «Кедр». Это не реклама, это просто пример. Вот, например, нанимает в Давпане, есть, например, ЖКК Давпан, который работает в основном только с ТСЖ. И ТСЖ, маленькие домики, нанимает их в качестве управляющей организации. То есть там ТСЖ нанимает специализированную компанию, которая все делает. Есть ТСЖ, которая нанимает отдельно каждого специалиста самостоятельно. То есть это два варианта, когда ТСЖ взаимодействуют. Да? Это, в принципе, как варианты. Все зависит от того, большой дом или маленький, как удобно собственникам работать, с управляющей компанией, либо в штате содержать отдельных граждан. И у обоих вариантов есть свои плюсы, опять же, и минусы. Какие же у нас с вами плюсы у ТСЖ? Первое. Все деньги собираются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только на нужды дома. ТСЖ – это некоммерческая организация, и эти деньги, как прибыль, никуда не могут распределяться. Это просто запрещено законом. Следующее. Можно самостоятельно нанимать организации работников. Вот ТСЖ, правление, либо председатель посчитали, что вот сегодня вот эта управляющая компания, ну не нравится мне перестало нравиться, как она работает на благо моего дома. Я взяла, расторгла с ними договор, нашла других подрядчиков. Или, например, такую услугу, как обслуживание системы отопления. Я взяла систему отопления, отдала обслуживать одной компании, а теплосчетчик только другой. Да? Либо, например, сегодня утечку мне одна компания устранила, а завтра я нашла более дешевую компанию, и эта дешевая компания мне устранила завтра. То есть здесь более индивидуальный подход. И при хорошем крепком правлении и хорошем председателе ТСЖ можно добиться потрясающих успехов. Да? Примеры все по городу, наверное, прекрасно знают. Что еще? Какой плюс? В случае, если правление и председатель не справляются со своей работой, их что можно сделать? Переизбрать. Да, то есть мы, собственники, решили, посмотрели годик, ну неэффективно вы работаете, ну не получается у вас. Давайте поменяемся.
Каким еще может быть здесь плюсом? ТСЖ всегда может нанять профессионального управляющего, то есть человека, который занимается у нас профессионально. У нас есть такие управляющие в городе, и они ведут по 3, 4, иногда 5 ТСЖ в зависимости от объемов. Но в основном 3-4 ведут и достаточно успешно ведут, и разбираются, и у них это получается. Какой же еще есть плюс у ТСЖ? ТСЖ имеют право открывать свой спецсчет на капитальный ремонт. То есть самостоятельно собирать деньги, самостоятельно по общему собранию расходовать не по плану, а вне плана. То есть вот приняли общим собранием, что вот именно сейчас нам нужен этот капитальный ремонт, взяли раньше плана, сделали капитальный ремонт там, системы теплоснабжения, системы электроснабжения и так далее. Еще один плюс. ТСЖ само решает, что, когда, в каком порядке ремонтировать. ТСЖ самостоятельно корректирует планы в любой момент, когда им это стало удобно. С управляющими компаниями, вот многие из вас столкнулись, достаточно сложно откорректировать план работы на год. Вот они как уперлись в свой минимальный перечень работы услуг, и все. А с ТСЖ намного проще. Вот надо здесь и сейчас ремонтировать трубу. Быстренько собрались, приняли решение, особенно если эти полномочия есть управления, и быстренько отремонтировали. Да? Они самостоятельно, они более гибкие, да, вот, по отношению к управляющим компаниям. Как и у любой формы, у ТСЖ есть и свои недостатки, да, и многие считают их существенными. Первое – это собираемость за жилищно-коммунальные услуги. И из-за этого огромные проблемы могут возникать с поставщиками услуг. То есть очень частая проблема, когда ТСЖ вроде бы достаточно благополучная, 2-3 квартиры просто не платят. Не платят годами. Вы взыскиваете эти деньги, судебные приставы ходят, взять нечего, долги 200-300 тысяч, а вы эти деньги перечисляете, эти деньги целевые. То есть если это деньги за горячую воду, вы должны за горячую воду ресурсоснабжающей организации перечислить. Что делает ресурсоснабжающая организация? Она подает в суд. Подает в суд не просто так, не только на эту сумму, но подает в суд на проценты. И тем самым загоняет ТСЖ в огромные долги. И из этих долгов ТСЖ очень тяжело выкарабкиваться. Да, несвоевременная работа с должниками приводит к тому, что ТСЖ блокируется, и оно работать не может. Да, нарушается его финансовая устойчивость. И начинаются проблемы с ремонтами, начинаются проблемами с перебоями, там, с оказанием каких-либо услуг. Может быть проблема, если в вашем ТСЖ мало квартир, либо слишком много квартир. Да, то есть все зависит от того, какое управление, какой председатель. ТСЖ зачастую выгодно, когда от 100 квартир в доме. Почему? Чем больше дом, тем меньше себестоимость обслуживания 1 квадратного метра. Сами понимаете, что никакой председатель ТСЖ не будет работать бесплатно. Эта работа действительно очень тяжелая. И на протяжении вот в этих лекциях, когда вы познаете все, вы это видите, что надо знать очень большой объем нормативной базы. Необходимо очень много понимать и знать. А самое главное, что тратится очень много времени по отбиванию порогов тех же ресурсоснабжающих организаций, да, в отстаивании ваших интересов перед этими ресурсоснабжающими организациями, за качество услуг, за их стоимость. Правильно-неправильно выставили счета на дом. То есть это работа, требующая зарплаты. И вот если дом маленький, ТСЖ невыгодно, потому что человек может забросить большую зарплату, и из-за этого вырастет ваша стоимость за услуг по содержанию и ремонту. Строчечка управления будет большая. Поэтому это относят к минусам. Еще один минус – это выбор, то есть это выбор председателя. Это вот к вопросу о роли личности в истории. Если будет собственниками сделан неправильный выбор, и председателем станет достаточно, недобросовестный человек, в доме начнутся проблемы. В доме начнутся проблемы, деньги будут просто исчезать в никуда, да, и результатов в доме не будет. Самое главное, что зачастую при таких председателях в доме идет война, и председателя сменить достаточно сложно, особенно в большом доме. Это вот такие вот недостатки в ТСЖ. Теперь управляющая организация. Управляющая организация – это
самый распространенный способ управления многоквартирным жилым домом на сегодняшний день в России. Мы все прекрасно знаем, что это юридическое лицо, это коммерческая организация, которая берет на себя обязанности по управлению домом, да, в том числе оказание качественных коммунальных услуг и качественных услуг по содержанию и ремонту. Это коммерческая организация? Это коммерческая. Зачастую это коммерческая организация. В России всего есть пару-тройку примеров, когда управляющей компанией является некоммерческая организация. У этого способа управления есть тоже ряд плюсов и минусов. Так. Мы перескочили, сейчас мы перескочим обратно. Какие же плюсы управляющей компании? Во-первых, зачастую в управляющих компаниях собираются люди профессиональные, потому что компания-то крупная, у них есть возможность, так как домов в управлении много, нанимать профессиональных сантехников, нанимать профессиональных электриков и так далее. То есть это является несомненным плюсом. Бывает, очень часто управляющие компании за счет того, что домов много, у них достаточно невысокие расценки. Потому что, ну что греха таить, многие управляющие компании свои управленческие услуги усредняют. То есть для всех она одинакова, поэтому для дома стоимость их услуг может быть меньше. Более того, из плюсов есть одно такое прям огромный плюс. Все управляющие компании теперь подлежат лицензированию. Соответственно, очень просто можно повлиять на качество их работы. Каким образом? Да, мы можем через жилинспекцию написать жалобу, что они нарушают лицензионное требование, какое-либо качество услуг там неправильно считают или еще что-нибудь. Их лишат лицензии, и они потеряют свое место под солнцем, потеряют ваши деньги. Штрафы огромные, 250 тысяч, поэтому управляющие компании сейчас стараются работать добросовестно, за исключением там нескольких. Да? Что еще? Собственникам не нужно при управляющей компании, если компания добросовестно, тратить много сил для того, чтобы свое имущество содержать в нормальном состоянии. То есть у нас все идет по накатанной. Управляющая компания. Я знаю, осталось буквально 2 минуты, последний слайд. Вот, то есть при управляющей компании собственники тратят меньше времени и сил для того, чтобы своим домом управлять. И последнее у нас с вами, рассмотрим минусы. Первое. Управляющая компания большая, очень сложно проследить, куда тратятся деньги. Есть такое? Есть. Следующее. Управляющая компания может разориться или обанкротиться. Да, такие случаи у нас тоже с вами встречались. Собственникам очень сложно согласовать условия договора с управляющими компаниями. Да, вот у нас примеры в зале мы на прошлом занятии по договорам с вами рассматривали. Также управляющие компании очень часто, особенно недобросовестно, не исполняют свои договорные отношения. То есть вот из этой коротенькой, лекции мы увидели и познакомились с вами плюсы и минусы каждого способа управления. Теперь у вас есть возможность подумать и решить для себя, какой же способ управления подходит в вашем доме и выбрать. Лекция заканчивается. На все вопросы